А далее, как в Коми идет реализация программы «Безопасный город». 372 камеры видеонаблюдения. Именно столько дополнительно разместят их в местах массового пребывания людей. Такие, которые позволяют распознавать лица и даже небезопасное действие. Александра Головина узнала, как развивается следящий за нами большой брат. 15 сентября, Ухта. В детском парке неизвестные сожгли деревянный домик, один из арт-объектов народного проекта «Лесная сказка». ЧП произошло около 4 утра. Полностью сгорела кровля, обуглены стены. Мы сегодня с энтузиастом Сергеем Брусенским общались. Я ему сообщил вот такую неприятную мысль. Пока решение никакого не предпринималось, но я думаю, что скорее всего будет, потому что «Лесная сказка» постоянно чем-то обновляется. Но думаю, что вместо вот этого сгоревшего домика Сергей, его товарищи, его соратники дадут жизнь какому-то новому объекту. Камеры видеонаблюдения записали все, что происходило тем утром. На кадрах отчетливо видно, как двое молодых парней входят в детский парк и целенаправленно идут к деревянному домику. Качество записи вполне приличное, так что установить личности вандалов не составило труда. За информацию обещали вознаграждение 100 тысяч рублей. Спустя 2 дня поджигателей нашли. Один из них публично извинился перед ухтинцами. Уважаемые города Ухты, прошу меня извинить от себя честное извинение, то, что да, поступил по глупости, я понимаю, что вы там все на меня злые, не знаю, что там готовы со мной сделать, как свинью, не знаю, как выкинуть, не знаю, я принимаю свину, извиняюсь перед всем гражданами, кто-то сделал, кто-то старался делать, своими руками, силами все это давал, деньги вкладывал, все. И я, как получается, буду грубо разговаривать, как свинья поступил, обещаю то, что я готов принять свои силы, все сделать все заново, чтобы было все красиво для детей, как всегда, все положено. И обещаю то, что это никогда в жизни не повторится. И я не хочу себе портить жизнь на будущее. Подобных происшествий в городах и районах Коми вскоре станет значительно меньше. Система «Безопасный город» способствует более оперативному раскрытию и профилактике различных правонарушений. Вся информация будет поступать в МВД и храниться на серверах «Безопасного города». Это абсолютно новый проект. С нами, с муниципальной системой видеонаблюдения, он пока не связан. Камеры установлены в местах массового пребывания людей, в местах возможной концентрации, в местах концентрации ДТП. В числе этих камер должны быть установлены еще несколько камер, которые обладают функцией распознавания лиц. Одним из компонентов системы является интеллектуальное уличное видеонаблюдение. Камеры способны распознавать биометрические параметры лиц, опасные события или действия. С их помощью можно отслеживать движение, резкую смену скорости перемещения, устанавливать личность человека, соотнеся его с имеющимися базами данных. Есть разные функции видеоаналитики, если мы говорим про видеоаналитику, да. Она, скажем так, запрограммирована под определенные события, да, то есть если правоохранительные органы интересуют в той или иной зоне видеонаблюдения идентификация какого-то события, оставленный предмет, бег, большое скопление людей, то с помощью алгоритмов распознавания вот этих детекций камера информирует оператора, который осуществляет видеомониторинг, о том, что на данной территории возникла какая-то нештатная ситуация, стоит обратить внимание. Система «Безопасный город» многокомпонентная. Один из сегментов – автоматическое фото и видеофиксация нарушений правил дорожного движения, розыск транспортных средств и водителей, которые ездят без прав или уклоняются от уплаты штрафов. Вскоре в городах и районах Коми установят 72 новых рубежа, которые способны фиксировать скорость, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил проездов, перекрестков и движения на красный свет. Мы полагаем, что наличие большого количества камер, условно большого, наверное, приведет к тому, что люди малосознательно вынуждены просто будут соблюдать скоростной режим, что является частой причиной совершения тяжких ДТП во время всей своей поездки, независимо от того, есть камера или нет. Люди в конце концов привыкнут просто ездить по, как это принято говорить, по знакам, и все будет хорошо. Я думаю, что нам удастся снизить аварийность еще больше. Камеры наблюдения – незаменимый помощник автоинспекторов, позволяют выявлять чрезмерно тонированные автомобили или, например, отслеживать машины с иностранными номерами. Информация о нарушителях заносится в специальную базу данных. И в случае повторных нарушений разыскать водителей не составит большого труда.
На мониторе мы видим автомобиль Lexus с абхазскими государственными регистрационными знаками, который нарушил скоростной режим. Еще месяц назад привлечь к ответственности данного водителя не представлялось возможным, поскольку данное транспортное средство зарегистрировано на территории другого государства. Теперь же мы точно знаем личность владельца автомобиля. И на сегодняшний день в отношении него уже вынесено порядка 10 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. В аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» дополнительно интегрируют порядка 10 информационных систем, например, онлайн-мониторинг окружающей среды, измерение скорости ветра, количества осадков и концентрации вредных веществ в воздухе. До конца года 3 подобных комплекса появятся в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Еще один компонент безопасного города задействуют в сфере ЖКХ. Безопасный город, который мы создаем в эту систему, будет дополнительно интегрировано порядка 10 информационных систем, в том числе системы в области мониторинга ЖКХ. То есть планируем автоматически идентифицировать аварии на объектах жизнеобеспечения, в частности, в случае отклонений параметров теплоносителя на объектах потребления, то есть это многоквартирные дома, какие-то социально значимые объекты. В системе будет автоматически формироваться карточка происшествия, которая будет попадать в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования. Система видеонаблюдения повысит уровень общественной и личной безопасности граждан. Важен и профилактический эффект от систем визуального контроля. До конца года в Коми появится 372 видеокамеры в местах массового пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой. В Сыктывкаре установят 226 камер, в Ухте – 81, в Воркуте – 65. Новые камеры будут установлены в дополнение к имеющимся. Сейчас их около 400.